вами выступали визитная карточка Якутии, государственный ансамбль скрипачей Республики Саха-Якутия, виртуозы Якутии. Добрый день, уважаемые участники встречи, коллеги, соратники, друзья, родные Василия Васильевича. Сегодня 31 мая, 2 года, как безвременно ушел Василий Васильевич Филиппов, выдающийся ученый, организатор науки, высшего профессионального образования, политический общественный деятель, член-корреспондент Российской академии наук, академик Академии наук Республики Саха-Якутия, народный депутат Государственного собрания Элтумен Республики Саха-Якутия 2 и 3 созыва, почетный работник высшего образования Российской Федерации, лауреат государственной премии имени Амосова в области государственного строительства, заслуженный деятель науки Республики Саха-Якутия. Прошу почтить память Василия Васильевича Филиппова минутой молчания. Спасибо. Решением главы республики Арсения Сергеевича Николаева в 2022 году была создана Государственная комиссия по увековечению памяти Василия Васильевича Филиппова, которую возглавил первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Дмитриевич Садовников. Но, к сожалению, он вылетел в Тикси, срочную командировку. Я вкратце скажу, что удалось уже сделать этой комиссии. Была установлена мемориальная доска на доме, где проживал Василий Васильевич Филиппов. Бердикостякская улусная гимназия получила имя Василия Васильевича. Там создан музей Василия Васильевича в Горном Улусе. Мы провели 2 декады в Горном Улусе памяти Василия Васильевича среди школьников. IT-лаборатория Северо-Восточного федерального университета при инженерно-техническом факультете Северо-Восточного университета получила имя Василия Васильевича Филиппова. Хочу сказать, что комиссия продолжает свою работу. И вот в планах у нас как раз было издание книги памяти о Василии Васильевиче Филиппове. И от имени редколлегии я приношу благодарность всем авторам, первым лицам, депутатам, членам Российской академии наук и Академии наук Республики, руководству Северо-Восточного университета, издательству типографии имени Гагарина и Министерству науки и образования Республики за финансирование вот этой книги. Я думаю, что книга получилась, и она станет событием среди научной и общественности республики. Сегодня мы представляем книгу воспоминаний «Динамика жизни Василия Филиппова». Творческая деятельность Василия Васильевича, она охватывала 3 крупные области. Это высшее образование, он был ректором Якутского государственного университета, научно-организационное, это первый президент Высшего научного учреждения Республики, Академии наук Республики, законотворчество, это депутат Государственного собрания Элтумен и председатель Палаты Республики Элтумена. И содержание книги отражает этот колоссальный объем деятельности Василия Васильевича Филиппова. Теперь я несколько слов скажу о названии, почему мы так назвали эту книгу «Динамика жизни Василия Филиппова». Мы все помним, как Василий Васильевич очень часто, в своих выступлениях, в общении употреблял слово «динамика». Это было одно из любимых его слов. Он требовал сам и придерживался динамичности решений, очень высокого темпа жизни, которого он придерживался и, можно сказать, навязывал другим его. Термин «физический», он отражает любимое профессиональное направление деятельности Василия Васильевича в механике. Как известно, он стал членом-корреспондентом Российской академии наук по отделению механики. Поэтому все здесь совпало, и получился материал очень обширный, интересный, и он посвящен одной личности – Василию Васильевичу, многогранности его востребованной и реализации его таланта. Просьба обратить внимание на последние страницы книги, начиная с 248
с QR-кодами. Здесь включены документы, выступления Василия Васильевича. Вы можете навести туда смартфон, в том числе его проникновенная речь о роли Михаила Ефимовича в создании Академии. И от имени редколлегии разрешите поблагодарить еще раз всех авторов, всех, кто принимал участие в подготовке этой книги, за высокую оценку его деятельности, его жизненных итогов и за память о Василии Васильевиче Филиппове. Ну, если коротко о содержании книги, то в вступительной главе, в статье главе Республики Арсения Сергеевича Николаева подчеркивается деятельность Василия Васильевича как сильного политика, настоящего парламентария в федеральном законодательстве, по развитию республиканского законодательства. Он дает высокую оценку вкладу Василия Васильевича, особенно в последние годы, в создание научно-образовательного центра «Север». Дальше. В своих теплых воспоминаниях Дмитрий Дмитриевич Садовник пишет, что он прошел у Василия Васильевича определенную школу руководителя. Он оставил очень яркий след в истории республики, и имя Василия Васильевича, достойного сына Якутии, останется в памяти народа, его соратников и учеников. Глава родного для Василия Васильевича горного улуса Никита Викторович Андреев поделился также воспоминаниями Василия Васильевича как одном из ярких Чигалхай, исторических личностей района и его вкладе в развитие горного улуса. Книга двухязычна, она на русском и якутском языках. Президент Академии наук, член-корреспондент РАН Леонид Николаевич Владимиров приводит обзор деятельности Василия Васильевича Филиппова как крупного ученого, члена Российской Академии Наук, организатора науки и высшего образования республики, первого президента Академии Наук Республики Саха-Якутия. Решением правления акционерной компании «Алроса» от 21 апреля прошлого года, 2023 года, алмазу массой 52 карата, добытого 15 января прошлого года на месторождении трубки «Удачная», присвоено имя Филиппов Василий Васильевич. И мы попросим Леонида Николаевича Владимирова, президента Академии наук, член-корреспондента РАН, вручить внукам Василия Васильевича Василию и внучке Дарье копию именного алмаза. Пожалуйста. Ну, тем самым Академия наук выражает преемственность поколений, как бы, и передаем так. И выступление. Уважаемые участники сегодняшнего мероприятия, посвященного памяти Василия Васильевича Филиппова и выходу вот данной книги памяти Василия Васильевича, динамика жизни Василия Васильевича. Я вот хочу сегодня вручить внукам Филиппа Василия Васильевича стразу от алмаза, которому Алроса присвоила имя Василий Васильевич Филиппов, 51,94 карата, почти 52 карата, чтобы родственники смотрели на этот алмаз и равнялись на своего деда, отца и вообще их предка, который потомкам оставил глубокий след памяти, и это выражается в виде нашего якутского алмаза. Разрешите вручить с пожеланиями, чтобы родственники высоко держали марку Василия Васильевича Филиппова. И чтобы второй раз не выходить, я сразу выступлю, да?
название книги подходит к имени Василия Васильевича. Да? Вообще он любил говорить слово «динамизм». Давайте побольше динамизм. Динамизм деятельности, динамизм в решении, динамизм во всем должно быть. И он такой был и по жизни. Все делать быстро, четко и основательно, и результативно. И сегодня наши скрипачи играют как-то особенно чувствительно. Человек даже может расплакаться или как-то слезы хотят выйти. Но это слезы не уныние, не слезы, не горечи, а какая вообще сильная, оказывается, на человека может влиять искусство, музыка скрипки, если оно в ансамбле еще и в тот день памяти Василия Васильевича Филиппова. Если бы наука была бы тоже как искусство, да, и оно было бы не политизированное или куда бы то ни уходило ради интересов каких-то людей, каких-то личностей, то мы бы намного жили бы лучше. В этом сила искусства, и нам надо, видимо, науку тоже приближать к искусству. Вначале, наверное, должно идти искусство, потом наука, потом бизнес и так далее, да? И это сглаживает. Поэтому спасибо организаторам, что у нас сегодня звучит скрипка, и спасибо этому нашему ансамблю, который является визиткой, да, визиткой. И, конечно, Василий Васильевич тоже был визиткой, он выступал в парламенте, и в Государственной Думе, Совете Федерации, правительстве. Везде, где он был, он убедительно всегда мог ярко выразить свою мысль, свою идею, и что за ним стоит большой коллектив, который решает. Мы помним, как создавалась Академия наук, когда Василий Васильевич был первым президентом. Мы помним, как Василий Васильевич работал ректором, как он участвовал активное участие в создании правительства Михаила Ефимовича, да, там были большинство, можно сказать, самых активных деятелей Якутского государственного университета. И это было университетское в какой-то степени правительство, научно ориентированное, по-вузовски ориентированное. И первое правительство, члены этого правительства здесь Екатерина Семеновна Никитина сидит, и депутатский корпус тоже, Александр Николаевич Ким-Кимен тоже активно работал везде, всюду, как заведующий кафедрой нашего университета. Многих людей можно назвать. Но особенности Василий Васильевич, он и подготовки кадров, и преображение университета. Не надо скрывать, что университет университетом был признан и стал при Василии Васильевиче Филиппове. Это при его динамизме, при его идеях. Они вместе, возможно, он определенные какие-то идеи предложил Михаилу Ефимовичу по высшей школе. Возможно, те направления технические, которые развивать, возможно, это были Василия Васильевича идеи. И Михаил Ефимович и Василий Васильевич, это был великолепный тандем, который и в парламенте, который и в науке, который и в университете. Наверное, мы будем мечтать о таких временах, которые были первую пятилетку развития, когда мы стали республикой Саха-Якутия, когда экономический суверенитет практически был у нас. Вся собственность была при республике Саха-Якутия. Это мощная такая алмазная
производство, деятельность, это золотая, это нефтяная, газовая, все отрасли были при Республике Саха-Якутия. И правильно расставить все, правильно все сделать, конечно, здесь большое участие принимал Василий Васильевич Филиппов, потому что Михаил Ефимович, первый президент нашей республики, очень к нему, молодому, энергичному, ярко сверкающему, как звезда, человеку доверился, приблизил и дал ему бразды правления университета, парламента и Академии наук. Поэтому еще скажут сейчас выступающие, я хотел бы на этом остановиться, что Василий Васильевич свою функцию президента Академии наук выполнил, и наша Академия наук сохранила школы, наша Академия наук много сделала для развития нашей республики, и сейчас такой этап, когда именно Российская Федерация будет сейчас развиваться на основе главного богатства, главного капитала. Это народы, это национальности, это их культура, глубочайшая культура, которая пришла с древних времен. Это традиции, это, если хотите, природоподобные технологии, которые сохранили народы нашей республики. Опираясь на это, будет сейчас развиваться Российская Федерация. И роль науки, роль таких личностей, как Василий Васильевич, и, конечно, будет определять наше будущее. Поэтому сегодня, конечно, и 2 года прошло со скорбью, но все-таки, если будут такие личности среди нас, то мы далеко должны пойти. Спасибо. Под ваши аплодисменты снова перед нами выступает государственный ансамбль «Виртуозы Якутии». Концертмейстер, заслуженная артистка республики Надежда Петрова. Композиция Алексеев «Осенние облака».
Государственный ансамбль «Виртуозы Якутии». Уважаемые гости, солистка ансамбля Айсулу Туркибаева получила гран-при 8-го международного музыкального конкурса имени Рейнгольда Глиера. Эта новость ансамблю пришла сегодня. Аплодисменты. Благодарим виртуозов Якутии за блестящее выступление. Предлагаю перейти к выступлениям нашей сегодняшней презентации. Слово предоставляется председателю Государственного собрания ЛТУМЭН Республики Саха-Якутия Алексею Ильичу Еремееву. Пожалуйста. Уважаемые внуки Василия Васильевича, родственники Василия Васильевича, земляки, друзья, соратники, все собравшиеся. Сегодня, когда мы все отмечаем вторую годовщину, когда от нас ушел Василий Васильевич, в историческом зале нашей национальной библиотеки происходит хорошее событие, когда мы презентуем книгу воспоминаний о выдающемся государственном политическом и научном деятеле нашей республики Василии Васильевиче Филиппове. Вы все его прекрасно знаете, здесь собравшиеся, сотрудничали с ним, работали вместе, воспитывались у него. Знаете, какой он человек, какой у него характер, какой он был целеустремленный, какие взгляды были. Эти характеристики, наверное, лишний раз повторять не нужно, потому что вы прекрасно с ним общались. Я думаю, что у вас у каждого свое собственное впечатление имеется. Я бы хотел остановиться на двух моментах. Первое – это как ректора Якутского государственного университета и как ректора Якутского государственного университета, который пришел после плеяды выдающихся наших ректоров в достаточно молодом возрасте, в начале 90-х годов. Тогда мы были студентами этого Якутского государственного университета, и тогда практиковались общеуниверситетские линейки. Еще в свое время перед учебно-лабораторным корпусом. Учебный год начинался не 1 сентября, а 1 октября, обычно у нас после картошки. И в 91 году, когда Василий Васильевич стал ректором, я помню, на общеуниверситетской линейке вышел такой энергичный молодой человек, по нашим меркам достаточно, доктор технических наук. Говорили, что это бывший декан инженерно-технического факультета. Мы его тогда не знали, историко-юридический факультет. Вышел и так ярко выступил, и это оставило для нас очень такое неизгладимое впечатление. Второе, потом он начал посещать общежитие. А общежития тогда у нас были в кошмарном состоянии, ни окон, ни дверей, ни вахтеров, ни охраны, ничего, никакого оснащения. И ректор начал посещать, и после этого у нас появились новое постельное белье, у нас появилось хоть какое-то обеспечение. Горячей воды у нас в общежитиях как такового не было. В нескольких корпусах появилась даже горячая вода. Вот такой вот у нас был хозяйственный Василий Васильевич. Развалился комсомол после того, как в декабре у нас стала великой державой Советского Союза. Стал вопрос, кто заменит комсомол, нашу ячейку, комсомольскую ячейку нашего Якутского государственного университета. А университет тогда был достаточно компактным коллективом. Очников обучалось где-то около 2000 человек всего. Мы практически все друг друга знали. Это не то, что сейчас, когда у нас в университете обучается 16 тысяч студентов, и они друг друга не знают. Огромный коллектив сейчас, да? А тогда у нас около 2000, это по нашим меркам, можно сказать, 26-я школа. Сейчас 26-я школа, это примерно 2000 учащихся. Поэтому студенты практически все друг друга знали, они были очень дружны между собой, знали своих преподавателей, ректоров. Наши преподаватели знали практически каждого студента, кураторы были назначены. Компактный очень коллектив университета был. И вот тогда
кто заменит вот эту вот комсомольскую организацию. Тогда вышли лидеры, Александр Витальевич Жураковский тогда был, Альберт Михайлович Соров, Александр Григорьев, специнститута, спецфак тогда назывался. Мы с историко-юридического факультета, я, Гавриил Михайлов, и решили создать ассоциацию студентов ЭДРСАС, которая элементарно должна начать свою деятельность за соблюдением порядка в студенческом городке. Это был 91-92 год. Я вспоминаю с ужасом эти года. Почему? Потому что у нас регулярно происходили убийства на территории нашего студгородка. Изнасилование девчонок, это были в порядке вещей, как будто вообще как такого. Если вообще вспоминать те года, то это что за такие кошмарные года, вот диву дающие. Милиции как таковой у нас не было. Если ее даже вызывали, то она приходила и там делала определенные действия с большим опозданием. Вот впоследствии только в 1994 году, по-моему, наконец-то открыли 6-й ГОМ на территории студенческого городка. И вот для того, чтобы защититься студентам и соблюдать порядок, мы тогда создали ассоциацию студентов ЭДРСАС. С этого у нас началось, а потом возникли, вы помните, наверное, политические события. Мы в 90-м году приняли декларацию о государственном суверенитете. Верховный Совет РСФСР тогда очень стоял в большом противостоянии с президентом Российской Федерации. Они никак не могли прийти к единому консенсусу и принять Конституцию нашей страны. В это время Верховный Совет, легендарный 12-й созыв Верховного Совета нашей Республики, уже вплотную приблизился к принятию нашей Конституции Республики Саха. И правовой вакуум возник. Почему? Потому что государство развалилось, а у нового государства даже своего основного закона нет. И мы, как студенты историко-юридического факультета, это прекрасно понимали, потому что база должна быть, на основе этой базы должны приниматься законы и должна развиваться новая страна. Совершенно новая страна. Помните, наверное, те времена. Мы должны прийти к рынку, свобода слова, свобода мысли, свобода передвижения и так далее, и так далее, и так далее, которые сегодня являются элементарными конституционными правами для каждого человека. Тогда все было диковинку. И в 1992 году был такой момент, когда Верховный Совет нашей Республики тоже достаточно долго дискутировал весной. И был момент, когда примут нашу Конституцию или не примут. И студенчество тогда, мы такие активные были, вышли на первый план и зашли на прием к нашему ректору Василию Васильевичу Филиппову. У нас есть такая идея поднять студенчество, выйти на площадь и сказать, чтобы потребовать у Верховного Совета нашей Республики скорейшего принятия основного закона. Василий Васильевич выслушал нас, призадумался и задал такой один вопрос. А вы будете нести ответственность за то, что беспорядков не будет на национальной почве? Мы сказали, что мы полностью возьмем на себя ответственность, и никаких беспорядков на национальной почве не будет. Если вы это будете гарантировать мне и гарантировать соответствующим службам, то, в принципе, я одобряю ваш поступок, Василий Васильевич. И вот с этого момента мы начали это организовывать, и где-то порядка 3000 студентов вывели, не только студентов Якутского государственного университета, но и наших, тогда еще СПТУ называлось, среднепрофессиональных технических училищ, техникумов связи и так далее, наших других студентов на улицу, и пришли на площадь Ленина. Верховный Совет заседал тогда в Доме правительства номер 1, сейчас который зал Республики у нас называется, да? Или овальный зал по-другому называют. И мы потребовали, чтобы Верховный Совет принял Конституцию нашей Республики. 3 дня мы там стояли с утра до вечера, за порядком следили сами. Почему? Потому что милиция, конечно, нас сопровождала, но тем не менее за порядком мы, студенты, следили сами, чтобы никаких провокационных действий тогда не возникало.
Потом вышел к нам Климент Егорович Иванов и сказал, что нужно расходиться. Почему? Потому что делегация республики будет выезжать на подписание федеративного договора, и после этого возобновится работа Верховного Совета. Василий Васильевич Филиппов в эти дни всегда был вместе со студенчеством. Он вместе с нами шагал по этой улице, по проспекту Ленина. Вот почему я об этом рассказываю. Не боялся ответственности он, скорее всего, наверное, думал, что студенты могут там что-нибудь натворить, молодые люди, энергии там полно. Как ректор боялся этого, но тем не менее он впереди колонны шел с нами вместе, всегда нас контролировал, никогда не повышал голоса, а спокойным, таким хорошим, уверенным голосом всегда направлял нужное русло. Этого делать не надо, этого делать не стоит, нужно требование вот так вот, вот так вот, вот так вот. И благодаря во многом, наверное, позиции нашего ректора Василия Васильевича Филиппова, эти мирные такие вот выступления, без всяких эксцессов, без всяких провокационных действий, без никакого недоразумения, они в те дни прошли. И студенчество сыграло достаточно достойную роль в скорейшем принятии основного закона Конституции нашей республики. Были избраны представители студенчества, 4 человека, в том числе и я, и мы сидели там в Верховном Совете буквально 2 недели. Он освободил нас учебы специальным приказом, ректор, и мы там 4 человека сидели в стенах в зале Верховного Совета и наблюдали, как депутаты Верховного Совета принимают основной закон, Конституцию нашей республики. Вот Егор Михайлович сидит, он был основным там докладчиком по многим моментам. Егор Петрович Жиркова помню, как Климент Егорович Иванов очень, как спикер Верховного Совета, очень хорошо руководил. И 2 апреля была принята Конституция нашей республики. Радости нашей не было предела. От имени студенчества тогда я вышел на трибуну и выступил перед всеми депутатами. После моего выступления многие депутаты встали и сказали, что это давление на Верховный Совет. Но я тогда представить себе не мог, что буду в будущем, потом стану спикером самого этого парламента республики. Поэтому вот Василий Васильевич, он вместе с молодежью был. Именно в такие ответственные моменты, такие ответственные, переломные моменты, вот когда как руководитель учебного заведения, как ректор нашего университета, он вместе был с молодежью. Не отдалялся, не спрятался ответственности, не боялся. Вот тогда мы его действительно, как мужчину, как нашего руководителя, очень сильно зауважали. А его целеустремленность, вот динамика жизни, книга очень хорошо написана, его постоянное движение, его энергия, это, конечно, людей всегда заражало. Второе, я хотел бы остановиться на том, как он был председателем Государственной палаты республики, Государственного собрания ИЛТУМ нашей республики. Вы знаете, что первые 2 созыва наше Государственное собрание работало в двухпалатном режиме. Палата республики, она состояла из 35 депутатов. Из каждого административной единицы нашей республики, 35 единиц, был избран 1 депутат. Независимо от того, Оленевский район малочисленный, там 1 депутат, либо же город Якутск, который насчитывает практически 300 тысяч человек, 1 депутат. И вот таким составом руководил Василий Васильевич Филиппов. 98-2003 годы, это мы должны знать о том, что Российская Федерация еще, она до конца на рельсы консолидации и на рельсы роста не стала. Федеральный центр в Государственной Думе шли бесконечные дискуссии. Если мы сейчас возьмем свод законов нашей Российской Федерации, их кодексы, основные, которыми мы руководствуемся и благодаря которым мы живем, все эти основные законы приняты после 2000-х годов. Если быть точнее, начиная с 2002 года. А до этого момента в Федеральном собрании шли бесконечные дискуссии. Правительство не могло прийти к консенсусу с парламентом. В парламенте партии не могли прийти к консенсусу. В итоге очень сильно тормозилось принятие федеральных законов.
И в это время республика что делала? Республика, конечно, нужно было жить ей. И в 1998-2003 годах по предметам совместного ведения, которые отражены в 72-й статье Конституции нашей Российской Федерации, республика принимала собственное законодательство. И благодаря этому нашим республиканским законам мы прошли этот тяжелейший путь более-менее. Почему? Потому что закон – это правило. Закон – это основа существования любого государства, любой республики, любого общества. И благодаря вот этому, помните, наверное, 98-й год, тяжелейший кризис финансовый, 99-й год, я вот открываю сейчас историю парламента, вообще государственного бюджета не принималось. Государственного бюджета республики Саха-Якутия не было, кажется, а была смета расходов республики Саха, смета доходов и расходов республики Саха-Якутия. Почему? Потому что страна находилась в таком состоянии, и республика соответственно. Денег не было, ничего не было, ясности не было. И в такой период он руководил Палатой Республики, в полномочия которого входили в основном конституционное регулирование и бюджетное регулирование нашего парламента. Эти тяжелейшие годы, конечно, были пройдены благодаря, и, конечно, воле, знаниям, целеустремленности, организаторским способностям, умению найти компромиссы, как председателя Палаты Республики Василия Васильевича Филиппова. Это сегодня у нас все налажено, у нас есть определенные государственные программы, есть правовое регулирование, есть четкое бюджетное распределение, есть четкое распределение по полномочиям между уровнями власти. А тогда, это конец 90-х годов, вы знаете, какая ситуация была. Было сложно, конечно, очень работать, но в этих условиях Государственное собрание в лице Палаты Республики, до Палаты представителей вышло очень достойно из этой ситуации. Василий Васильевич, он всегда смотрел в будущее, никогда не жил в прошлом. Есть люди, которые всегда вспоминают свое прошлое и говорят, что тогда у нас было хорошо, а сейчас не очень-то, и в будущем что у нас будет. Вот последние годы, когда он приехал в республику, мы неоднократно с ним общались, и у него было полно планов по развитию Академии наук. Приходил ко мне, советовал по деятельности Государственного собрания ЛТМН. Но он всегда говорил, конечно, сейчас, Алексей Ильич, время другое, ты знаешь лучше, сейчас политика совершенно другая, но тем не менее я думаю, что нужно вот такие моменты вот так вот сделать, вот так вот сделать, вот так вот сделать. В своем мнении он высказывался. Последняя наша встреча была по поводу развития Академии наук нашей республики. Он принес большой материал с финансовыми составляющими и так далее. Просил очень поддержать при принятии государственного бюджета Республики Саха-Якутия. Почему? Потому что Академия наук, она не имеет структурных подразделений, он мне говорил. Нужно это создавать, первое. Нужно стимулировать наших ученых для того, чтобы они занимались наукой. Нужно расширять фундаментальную базу нашей Академии наук Республики. Нужно давать соответствующие государственные заказы от имени Республики для того, чтобы Академия наук это их воплощала с помощью своих субподрядчиков, подрядчиков, которые в научной сфере. И это у него все было в планах. К сожалению, это не случилось, но я думаю, что Леонид Николаевич все это продолжает. Мы с ним тоже беседовали, нашли компромиссы. И я думаю, что у его детища Академии наук нашей республики есть будущее. Потому что без научной составляющей развития человечества в целом, да и республики, да и страны, никогда оно нормальным образом, соответствующим образом происходить не будет. Память о Василии Васильевиче Филиппове, она останется у нас навсегда, тем более у депутатского корпуса. Мы всегда очень чтим и уважаем наших руководителей, всех председателей Государственного собрания ЛТМ, независимо какой палатой он руководил, независимо каким созывом он руководил. К сожалению, их становится меньше, но мы очень рады, что с нами Егор Михайлович Ларионов, первый председатель
Палаты Республики Государственного собрания Элтумен. Желаю, чтобы он всегда с нами был долгие годы. Ну, всегда не получится, конечно, но долгие годы. Мы делаем сейчас все возможное, чтобы увековечить имя Василия Васильевича Филиппова. Сделаем отдельный вот такой вот уголок в музее парламента в Государственном собрании Элтумен Республики Саха-Якутия. Принимаем участие во всех этих мероприятиях. Сегодня депутатский корпус представлен. Я думаю, что имя его будут помнить многие поколения наших якутян, а мы, которые ныне живущие, должны сделать для этого все возможное. Ну и в заключение хотел бы сказать, что, конечно же, республика, я думаю, что не до конца воспользовалась потенциалом Василия Васильевича Филиппова как государственного деятеля, как научного деятеля. Это, к сожалению, нужно признать. У нас есть у общества и у человечества очень плохая черта. Мы всегда говорим о нем хорошо и вспоминаем все былое хорошее, когда человек уходит в мир иной. Нужно делать все возможное, чтобы давать людям работать, возможность при их жизни и говорить соответствующие слова благодарности всегда при их жизни. Спасибо. Спасибо, Алексей Ильич. Слово предоставляется заместителю председателя правительства Республики Саха-Якутия Местникову Сергею Васильевичу. Пожалуйста. Уважаемые участники сегодняшнего мероприятия, открывая данную презентацию, Геннадий Владимирович сказал о отдельных и основных моментах работы по увековечению памяти о Василии Васильевиче Филиппове. Правительством республики совместно с парламентом, с общественными организациями, научными организациями, родственниками ведется достаточно большая работа, и сегодняшняя презентация книги является тому подтверждением. В рамках презентации всегда мы вспоминаем о тех или иных моментах жизни и работы коллеги, соратника. Я бы хотел тоже вспомнить о некоторых моментах жизни совместной работы с Василием Васильевичем. Он был в третий раз уже назначен президентом Академии наук в 2019 году. А я пришел на работу в правительство республики в 2020 году, год спустя. И по распределению обязанностей глава республики мне доверил работу с наукой, координацию работы в этой сфере. И с момента назначения мы начали работать с Василием Васильевичем. Когда начали работать, оказалось, что несмотря на наличие поручения главы республики о разработке отдельной государственной программы в сфере науки, не было этой программы среди государственных программ различного направления. И мы сразу незамедлительно приступили к разработке этой программы. В середине года 2020 года начали, в декабре эту программу утвердили. Здесь присутствуют участники непосредственно этой нашей совместной работы, и Михаил Юрьевич, Борис Моисеевич, Сергей Вячеславович Попов, которые были нашей единой командой и реализовали это поручение, и республика имела уже отдельную государственную программу в научной сфере с объемом финансирования более 360 миллионов ежегодно. Второй проект, наша совместная работа с Василием Васильевичем Филипповым, с Академией наук нашей республики, с научным сообществом нашей республики, это был запуск так называемый КНИ-2, второго этапа комплекса научных исследований. Тоже достаточно после больших дискуссий, рассуждений, обсуждений направления работы. Эта программа была утверждена главой республики с достаточно хорошим объемом финансирования, более 400 миллионов рублей. И сейчас эта программа уже находится на завершающей стадии исполнения. Кроме того, мы в рамках нашей совместной работы запустили так называемый общественный заказ. И в рамках общественного заказа совместно с Академией наук рассматривали заявки
уже общественных организаций, муниципальных образований по проведению тех или иных научных работ. Это была достаточно интересная работа, это была своего рода защита проектов среди общественных организаций по проведению научных и практических исследований. Ну и, конечно же, ключевым, наверное, событием, достижением нашей совместной работы Василием Васильевичем при непосредственном и самом, наверное, главном исполнении и участии со стороны Василия Васильевича Филиппова, это была подготовка, защита и потом уже победа на федеральном конкурсе проектов по научно-образовательным центрам. НОЦ-Север была признана одной из лучших, и она получила федеральную поддержку и федеральное финансирование, и сегодня продолжает исполняться, и исполнителем этой программы являются практически все научные организации и учреждения нашей республики. Вот достаточно короткий промежуток времени, благодаря именно опыту, управленческому опыту, деловому опыту, личностным характеристикам Василия Васильевича мы достигли таких результатов работы. Конечно же, Василий Васильевич, исходя из масштаба личности, как руководителя, как научного руководителя, был неординарным, был оригинальным. Может быть, иногда его выступления были неудобны для некоторых слушателей, участников, но всегда он исходил из правды. Это была его правда. То, что он считал правильным, он это излагал смело. Вот это вот следует подчеркнуть, и я это, работая с ним, уяснил, наверное, на всю жизнь. Думаю, что опыт работы с таким человеком, Василием Васильевичем, пригодится мне как человеку, который сейчас работает. И уверен, что сегодня Академия наук, научное сообщество продолжает многие направления. Сейчас уже говорится и разрабатывается третий этап комплекса научных исследований, другие проекты в научной сфере. Мы с удовольствием будем продолжать совместно работу с наукой. Уважаемые коллеги, правительство республики совместно с земляками, совместно с родственниками, друзьями, общественными организациями продолжит работу по увековечению памяти о выдающемся человеке. Спасибо. Спасибо, Сергей Васильевич. Слово представляется присяжному Михаилу Юрьевичу, первому заместителю министра образования и науки Республики Саха-Якутия. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые родственники, сын, внуки, все, кто здесь сегодня присутствует, кто вспоминает сегодня Василия Васильевича Филиппова. Действительно, незаурядная личность, очень неравнодушный человек. И человек, который мог громогласно разгромить, скажем, даже на площадке общего собрания Сибирского отделения РАН, я присутствовал, когда он говорил о государственных интересах, о том, что наука, как высшая часть вот этой вертикали структуры экономики, народного хозяйства, она заслуживает и такого же особого отношения. Вот это он, в этом он есть. И бывало иногда, что он и, как говорится, мог чью-то фамилию, и мою тоже бывало. Иногда и казалось заслуженно, незаслуженно где-то что-то высказать. Но никакой обиды в этом нет. Я к этому, я сам к этому отношусь спокойно, поскольку сам университетский товарищ, вузовский товарищ, человек науки, поэтому я понимаю, что могут быть разные точки зрения, но они должны работать на общий результат. И поэтому то, что Сергей Васильевич сейчас привел пример, совершенно справедливо. Получилось как раз в таком стиле. Василий Васильевич, он мог по-разному действовать. Очень по-разному. Но меня всегда удивлял его подход, когда он звонил и говорил: «Будь добр, сделай, пожалуйста».
Или же ты сделай, ничего, тебя потом будут ругать, но это потом останется. Но это очень здорово. И вот действительно Сергей Алексеевич привел пример. 31 декабря 2020 года указом главы республики была восстановлена отдельная программа научно-технологическое развитие. До этого у нас с ним был разговор, он говорил, ты сделай главное. Там до этого обязательный этап, это нужно было утвердить перечень программ. То есть она должна была появиться в перечне существующих госпрограмм. Ты сделай это, а потом мне принеси. И вот я помню, когда в перечне после большой работы с Минэкономики это появилось, я тут же побежал, не заходя, говорится, к себе, побежал в Академию наук, зашел, вот. Хорошо, говорит, все, теперь начинаем дальше двигать. Ну и достаточно короткий период времени с нашим курирующим зампредом, но мы это сделали. Но самое интересное, что это опять же вот из этой серии 4 января 2021 года, новогодние праздники, каникулы, авария случилась в Якутском финансово-экономическом колледже. Я сразу уехал на место. Мы тут убираем, и вдруг звонок от курирующего заместителя министра финансов Октябрина Петровна Никонова обнаружила, что госпрограмма появилась с финансированием, и говорит, как это, откуда это? Потому что действительно, вот Сергей Васильевич знает, что многие цифры, которые туда попали, по ним не было даже НПА разработано. Мы просто наметили. И она говорит, да вы же не сможете их использовать, эти деньги. Даже если, ладно, глава вам сказал, поддержал, вы получили, как вы? Я говорю, ничего. И в принципе, вот все то, что было сказано, оно сделано. Ну и вот на этой неделе, сегодня вот буквально Сергей Вячеславович меня поторопил, да, мы все оформили, то, что касается КНИ, завершающего этапа 2. У нас уже ушло, спасибо большое коллегам из Академии наук и все, кто работает, значит, в АУСах, ушел проект в адрес Айсена Сергеевича, это проект уже КНИ-3. То есть мы идем планомерно, как и договаривались, как и намечали. Конечно, вот я искренне благодарен судьбе за то, что работал с Василием Алексеевичем, и так это многие оценивают. Из нового, то, что касается увековечения, я об этом говорил, но еще раз повторюсь, не будет лишним, что благодаря тому, что у нас появились 2 именные стипендии, которым более 30 лет, это вообще системе именных стипендий современной нашей Якутии, которая работает с 1993-1994 учебного года, у нас появилась стипендия имени Василия Васильевича Филиппова и Василия Николаевича Иванова. Мы смогли полностью переформатировать определение победителей стипендий, близко уже к подписанию этот указ, по финансам все есть, и у нас теперь будет возможность, это я проговаривал и с Дмитрием Васильевичем, сыном, и в принципе мы советовались, теперь претендентами на именную стипендию Василия Васильевича Филиппова будут и студенты МИСИ, и студенты инженерно-технического института СВФУ, то есть все те, кто работает по его профилю образовательно-научной деятельностью. Поэтому вот наступающий учебный год будет определен этот первый стипендиат, который, надеюсь, будет очень достоин. Конечно, вот старший мой товарищ Алексей Ильич очень много вспоминал студенческий период. Я не буду долго на этом останавливаться. Я сам стал студентом в 1991 году. 91-92 это был первый учебный год. Помню ректора, мы знали, что у нас мощный ректор, который защищает университет. Не скажу, что я сразу с ним познакомился, наверное, где-то на 3-м курсе была возможность. Тогда вот Екатерина Семеновна, как наш проректор, курирующий, вот, и в том числе биолого-географический факультет, с нами встречались, со многими студентами, вели, работали, общались. И даже вот я помню, что мы, группа студентов, обучались на Аляске, тогда университет Аляска-Фэрбенс, партнерский университет, это 94 год. И Михаил Матвеевич Фомин, к сожалению, ушедший тоже от нас недавно, профессор, филолог, очень мощный, фулбрайтовский профессор, он приезжал в командировку и нам лично от ректора передавал привет, передавал пожелания хорошо учиться, чтобы мы действительно поднимали флаг своего университета. Ну и, конечно, очень такой был период, когда не стало большой страны, опорой была республика, опорой был родной университет для этого поколения. Ну, надеемся, что нам удастся вот эти традиции, то, что было задумано, вместе с вами продолжить. Спасибо, всем желаю успеха. Спасибо, Михаил Юрьевич. Предлагаем слово предоставляем Андрееву Никите Викторовичу, главе Горного Улуса.
Добрый день, уважаемые коллеги, семья Василия Васильевича, родственники, дорогие земляки. Сегодня знаменательный день, когда идет презентация книги о нашем знаменитом земляке Василии Васильевиче Филиппове, человеке, который поднял на новый уровень социально-экономическое развитие нашего района. Период его работы в Илтумене он активно встречался в каждом наследии с жителями нашего района. В то время еще были живы многие наши аксакалы, и они специально приходили на эти встречи для того, чтобы обсудить не только вопросы районного масштаба, но и обсудить вопросы, связанные с развитием государства и, может быть, даже международной повестки. И Василий Васильевич очень тепло отзывался об этих встречах, всегда утверждал, что жители Горного Улуса, они очень начитанные, политически активные и всегда имеют свое мнение. И это мнение открыто высказывают. И это он считал положительной стороной жизни нашего района. И многие наши жители, вот после того, как Василий Васильевич перестал быть депутатом нашего района, очень активно требовали от других депутатов такого же отношения и такой же работы с населением. Вот. Здесь присутствует много депутатов Илтумен, прежних созывов, нынешнего созыва. И считаю, что вот такая практика работы с населением, она всегда актуальна. Всегда актуальна. Ну, Василий Васильевич был человек незаурядный. Он, вот как вы прослушали интервью, он имел очень, ставил очень высокие цели. И точно так же в период своей работы он совместно администрацией района поставил цель строительства большого больничного комплекса межулусного масштаба. Он тогда был оформлен документально. И на сегодняшний день здание Центральной районной больницы оказалось, что оно востребовано именно в таком формате. И сегодня строится примерно такого же формата центры медицины во многих других районных центрах нашей республики. И получается, он смотрел на несколько лет вперед, предугадывая то, что именно в таком формате будут работать центры медицины у нас в районах. Я хотел бы отметить, что Василий Васильевич имеет очень мощную генетику. Семья Василия Васильевича – это люди, которые имели сложный жизненный опыт исторический, прошли через многие моменты, которые, можно сказать, закалили их как специалистов, как людей ответственных не только к себе, но и к окружающим. И Василий Васильевич очень часто вспоминал, что воспитывался в строгости. И у него всегда была ответственность перед родителями, перед младшими своими братьями и сестрами. И таким ответственным он продолжал быть на всех своих работах, на всех своих должностях.
И считаю, что сегодня внуки Василия Васильевича, которые вот получили алмаз имени Василия Васильевича Филиппова, они продолжат эти славные традиции семьи Филипповых, выдающихся людей, выходцев, уроженцев Горного Улуса, мутарского наследия. Вот. Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить коллег за большую работу, которую вы проводите по увековечению памяти Василия Васильевича. Мы в Горном Улусе по решению оргкомитета выполнили все пункты поручений, которые были определены. Это и присвоение имени Василия Васильевича Предестяской улусной гимназии, это и проведение декады Василия Васильевича в Горном Улусе, научно-практическая конференция. Я благодарен Академии наук за большую поддержку проведения вот этих декад. И мы видим, что благодаря проведению этой декады многие наши ученики, жители нашего района, они активно приобщаются к науке и научной деятельности. Я хотел бы поблагодарить составителей этой книги за ту большую работу, оперативную работу, которую они провели. Разрешите от имени администрации муниципального района Горный Улус вручить благодарственные письма. Благодарственное письмо вручается Зинаиде Андреевне, составителю книги Василия Васильевича. И такое же благодарственное письмо вручается Варваре Васильевне. Пользуясь случаем, я хотел бы вручить благодарственное письмо Леониду Николаевичу, президенту Академии наук Республики Саха-Якутия, за большую работу по увековечению памяти Василия Васильевича Филиппова и в его лице всем академикам Академии наук, всем коллегам, которые продолжают его дело. Күнді доғыттар беге биді дулақтара сақалы хаңар батақпытына улу байбытын ақтан санан ас батақпытына сыйға болу дейін үбін. Бағылай бағыз Филиппов бұл беге аға көлуіне бететерін күрдік горналуғын жолғыр түрі бет депутат патиллерите кини кемигер улус сайдытын социальный комиссия сайдытын стратегиятын улус тахамнактык үлелехен бигергетен турда улус жахалтатын кытта бу манна улахан үлегитилди бута ол кемнеги стратегия барыта улукка бүгүнкү күнгө кирди ден белетек битин багарабыт онна өссө салгы бу кини өссө тыынаагар эппит этилере улукка кирергер бу билигни кемнеги улуспут социальный комиссия сайдытын стратегиятыгар элбэх этилере кирбитин ихтиннеребин оннаттан биһиги улус жоно быһытынан бу кини этилерин улукка килдерерге салгы үллехекпиттен эренерекпин багарам түгеннен туһанан Бахабаз аймақтаргар, жоннургар, итчаттаргар сетихилери чеген тургу онна булгуруйбат
Üstեղ Հանаны Бағыров. Bu epitiyer min mihakalı etim hep bihi bu dekadon bu putunu hasta da barahatıt gorunu baran istakbetinde mutakka kire solga toktap bu kenne taksan körüpüt üst ki portreti var hep kartina yol kartina bulana bilen durur bihi Danilovtar azgim Sofron ona Semen Danilovtar Баллар, он Афанасий Николаевич Осипов, народный художник. Потом Борис Моисеевич Киршенко, скором баринетер. Туара Тибет аманда кирхаб. Он бәте петтир, бала Тибетте. Төкке Тибет булықтақтын. Оны бе рытам толкуйдан баран, кені бәте әтекелдер бете биотехнологияны манна айнары қаден. Тех айстватын улуға биотехнологический продукциятын мытаққа хамай үчугай мантан тағары қай. Жонтон манна Ергитен алын Федосия Васильевна кейіне үлелер, кейіне бұл сақат тылын, біліңі саңалы саңарар тыл бүт, культуравыт кейіне мантан ен корат нам деке, қаңалас деке, білім моста бар болы, ол декотон бұ деке барар бүлі рағы бәт, үйе білін үрбауынтар рағылен чуғасты бір Мекке күрдік хереме бар болуқтақтың чуғасты. Ол мытақ, оны мытаққа келен, мытақ деревінетін нәйлеген хамы бей сайдылақ, бей технология уровені бар, тақсан хақа бейге түріт продукция бүтін переработкалан оңырар продукция болуқтақтың. Оны тағынан инне улу жомық музейдері, онлайн жақтақ бұл көріқтақ бұл бей айымнеларын bu художник bu kenin, сурьячылар bu kenin, onunla bağlay energiçnaydık, dinamiçnaydık, ülelen olaq bütün uları tıqayın denge, bileni kemge. Onunla ayılğa bütün körüyor kayın, inne sine, inne çına, hamı üçü ayılğalı ahir var. Cennet aqsaq kayın, asbalın boğunur kayın mıtaqqa. Hep oskolanı, детсаты, Василий Моисеевич уже ылсанырар. Hep ipimep, Василий Васильевич doğru tavarıya virgülle ökeydi. Tom innik jönürülle taqtanıcı bilim var, inne bir tümser. Hana şu bir turizmi saydır here bar boloqta arga deke. Tımı da taqatları, vanı jokuska korak. Oleyin bu yıl, bu gece Aziya уже turizmine Mıtağı bölümden dileterinin bir uçunaydır bir kırpıdın varatın bir evi donuna. Tetiydik onun indivitti ki bara niye dinamizm baratıgar buldu. Спасибо, Никита Викторович. Слово предоставляется Павлу Герасиму Николаевичу, проректору Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кимовича Амусова. Добрый день, уважаемые друзья, коллеги, участники сегодняшнего мероприятия. Василий Васильевич Филиппов – это исконно наш университетский человек. Он поступал в наш университет, Якутский госуниверситет. Правда, он закончил потом Московский институт инженерно-строительный. Но он работал у нас в университете с лаборанта до ректора. И был ректором, первым ректором в свободных выборах. Это самые демократичные выборы, которые были в начале 90-х годов. И он возглавил университет в очень сложное время. Сами, наверное, все знаете, в 90-х годах, что у нас было. Практические неплатежи, очень сложное управление. Даже я вот, когда сейчас смотрю исторические разные документы, в том числе и финансовые некоторые документы, я вижу, что в середине 90-х годов один год наш университет был полностью республиканским. Полностью республиканским. То есть с федерального бюджета с Москвы никакого финансирования не было. 0 финансирования. Полностью она была республиканской. То есть практически было учреждением республиканским. То есть вот такие были времена. Вот оказывается, я об этом не знал в то время, да, вот я недавно это так интересовался, смотрел исторические финансовые документы нашего университета и вижу вот такой. И были большие проблемы, естественно, в том числе и по оплате труда, да, вы сами знаем, какие были там задержки по оплате труда. И в это время
наш университет принял ту конструкцию, которая сейчас у нас существует. Примерно вот та конструкция, инфраструктурная, можно сказать так, конструкция нашего университета сегодняшнего, она была заложена в эти годы. Там было созданы филиалы Нерюнгри, Мирный. Там был построен новый корпус, которого сейчас практически таких корпусов сейчас даже мало, наверное, да? Около 30 тысяч квадратных метров, который оснащенный полностью современнейшим оборудованием, которым мы до сих пор пользуемся. По истечению около 30 лет после строительства были построены общежития, жилой дом для сотрудников университета. И это все было сделано в эти годы. Годы, когда практически не было такой безвремени, можно сказать, это время. Это, естественно, было с больших усилий тогдашнего ректора нашего Василия Васильевича и очень действенной помощи руководства нашей республики в то время. В этом году, согласно плану мероприятий по увековечению нашего ректора Василия Васильевича Филиппова, в прошлом году мы начали, в этом году мы уже закончили, завершили нашу IT-галерею в родном его факультете, институте, инженерно-техническом институте. Это вот новое пространство, новый зал, несколько аудиторий, полностью оснащенных под современные, скажем, требования. И мы надеемся, что, используя этот зал наш, наши студенты, выпускники, студенты, они достигнут новых высот и будут помнить о нашем профессоре, о нашем декане, о нашем ректоре Василии Васильевиче Филиппове. Ну, наш университет, естественно, помнит, чтит, уважает память о нашем ректоре Василии Васильевиче Филиппове. И, естественно, он не встанет в стороне от тех мероприятий, которые будут продолжаться сейчас по увековечению памяти Василия Васильевича Филиппове. Вот недавно у нас была встреча с нашим ректором Анатолием Николаевичем, где мы решили, что в 2025 году мы примем в бюджете, включим расходы, которые будут направлены на мероприятия по увековечению Василия Васильевича Филиппова. Но в этом году, к сожалению, бюджет не попадает, да, уже как бы в середине года, но в 2025 году мы сейчас начинаем уже формирование проектировок нашего бюджета, мы туда включим и эти расходы тоже. Ну, еще раз, уважаемые коллеги, всех сегодняшним памятным днем, очень интересная книга, я вот тут все же зачитался даже там, все очень хорошие воспоминания. Память о нашем ректоре, она будет в университете всегда. Спасибо большое. Спасибо, Здравствуйте, Николаевич. Слово предоставляется Ларионову Егору Михайловичу, председателю Палаты Республики Госсобрания Илтумен первого созыва, народному депутату Верховного Совета Якутской ССР 12-го созыва, народному депутату Госсобрания Республики Саха-Якутия 1-2 созыва, заслуженному работнику народного хозяйства, почетному гражданину Республики Саха-Якутия, ветерану госслужбы, соратнику Василию Васильевичу по Илтумену. Пожалуйста. Пользуясь случаем, сегодня действительно у нас день исключительно ответственный. Мы не просто о Василии Васильевиче говорим, что книга вышла, хвалим какие-то места, а на самом деле мы сегодня говорим о большом человеке, настоящем ученого. Ученый большой буквы. Об этом я точно знаю, будучи в составе его многочисленных комиссий, встречались в Москве, в других местах, вот этими людьми, академиками, практическими работниками. И они еще нас ругали, в кавычки, чтобы такого самого настоящего, будущего большого ученого вы взяли политику. А политика была в те времена запутанная, в полном объеме. Это 90-е годы.
И вот сегодня мы только становимся на ноги, и сегодня действительно нам обязательно надо вспоминать о Василии Васильевиче, даже без книги. А это почему? Поскольку работа, деятельность Василия Васильевича для молодых будет очень большой поддержкой, что молодые люди, они не только будут учеными, но они будут руководить и республикой, отраслями производства. Они будут людьми, которые с ними будут считаться в самых высших эшелонах власти нашего государства. Это надо. Не просто учить, вот это школу там открывать будущих руководителей. Он ни на минуту не работал в совхозном, вообще и сейчас в частном секторе, а его сразу мы учим. Вот он будет директором, будет руководителем. А толку вот этого очень мало. Поэтому я, пользуясь случаем Академии наук, хотел бы сказать пару слов. Во-первых, действительно нам надо учить будущих руководителей республики, будущих министров, будущих людей, которые действительно, независимо как будет наверху политика, они должны отстоять свою республику, его политику, традицию, обычаи и национальные подходы. Вот тогда действительно мы будем считать, что мы выполняем заветы Василия Васильевича. Он такой был. Будучи председателем Палаты Республики, мы с ним много говорили, как нам надо работать. Да, надо работать с молодыми кадрами. Это наше будущее. Когда мы его вырастаем, он говорил, не надо искать причины, чтобы его сразу куда-то выбросить. Поскольку он не выполнил, начал спорить свои взгляды на будущее, свои подходы, а это не нравилось некоторым руководителям. И Василий Васильевич говорил, вот это самое плохое у нас, когда мы человека, который самостоятельно судит о политике, самостоятельно ведет свое хозяйство, самостоятельно хочет стать лидером, будущим лидером не только в ЛУСах, но и республика в целом. Вот это плохо, действительно. Поэтому Академия наук, я считаю, не просто так заниматься на кафедре и так далее и тому прочее, а изучить, почему у нас получается так. Почему Василия Васильевича почти 10 лет на политическую ссылку отправили. Человек, который сегодня блистал бы будущим академиком Российской Федерации. Целое наше государство, великое государство. Он не стал. На пороге он стоял. Но мы его так сделали, что и от семьи, от родственников, и от нас, коллег, далеко отправили. Вот эту политику надо судить. Это очень плохая политика, поэтому я сегодня ждал, что председатель госсобрания будет тут, и заместитель председателя правительства. А где нам, пенсионерам, говорить об этом? Поэтому Академия наук, вот считая, что действительно фундамент разработки таких подходов, мыслей, выводы должны делать наши уважаемые ученые, исходя из конкретных материалов, исходя из, а не высший указ надо реализовать обязательно, а свои мысли. И вот Василий Васильевич, будучи, когда он стал, второй раз стал академиком, президентом, то есть руководителем Академии наук, вот у него были очень много планов. Мы с ним беседовали. И он, когда уходил в последний раз на операцию, он, вот я вспоминание написал, в обязательном порядке выйду, и мы встретимся. Много планов, много замыслов. Вы как ветеран
он мне говорил, должны помочь нам. Но я как ветеран сегодня пришел, действительно оказался среди двух моих самых уважаемых людей. Вот Анатолий Афанасьевич Попов, мой бывший пересекретарь по Сунтарскому району. После первого секретаря Анатолий Афанасьевич до сегодняшнего дня завкафедрой. Понимаете? А он когда заканчивал, то есть работал, когда можно было его заметить, и он бы сидел, блистал бы в другом ракурсе. Василий Васильевич, он имел очень исключительно богатый подход. Он знал наизусть, кто как будет в будущем работать. И он верил молодым. Видите как, он Владимиром Петровичем, они же ведь единомышленники, воспитали много кадров среди ученых. Вот Нургун Семеновича возьмите, да, вырос до руководителя, председателя Государственного собрания, защитил своим телом, умом, всеми приемами законодательства нашу алмазную компанию. Ну как, попробуй там сидеть, это не рядовой ученый, а руководитель Республики Саха-Якутия, самого богатого региона. Поэтому те времена 90-го года читались с нами все, вплоть до Ельцина. Поскольку у нас первый президент был боевой духом, и нас научил так разговаривать со всеми представителями власти Российской Федерации. Ну, заканчивая, я хочу, конечно, утрата очень горькая, невосполнимая. После Владимира Петровича, после Василия Васильевича нам и в нем, наверное, не сыскать таких самостоятельных людей, которые ни от кого не боялись, ни от кого не прятались, а дело свое делали, доводили до масс. Поэтому я вам желаю крепкого здоровья, особенно нашим ветеранам, моим коллегам, а семье Василия Васильевича, конечно, очень трудное время. Вообще в целом трудное время семье, родственникам Филипповых. Нам надо их поддержать. Поддержать родная Академия наук и те лица, которые вместе с ним работали и в стенах Илтумена, и в стенах Академии наук. Спасибо. Спасибо, Егор Михайлович. Слово предоставляется Григорьевой Антонине Афанасьевне, председатель Постоянного комитета Госсобрания по науке и образованию. Следующий выступает Миронов Дмитрий Николаевич. Спасибо. Хорошо. Добрый день, уважаемые родственники, друзья, земляки, коллеги уважаемого Василия Васильевича. Хорошо, что мы вот благодаря оргкомитету, благодаря вот Борису Моисеевичу, Геннадию Владимировичу, Зинаиде Андреевне, Сардане, да? Варваре Васильевне успели в срок. И, конечно, мы сегодня должны поблагодарить Дмитрия Дмитриевича Садовникова, председателя оргкомитета, который по уважительной причине сегодня отсутствует, вот с презентацией вовремя. Вот вообще все дела основные по увековечению надо успеть за 3 года. Да, до 3-летия. И я думаю, через год мы как бы итоговом мероприятии будем иметь и памятник, и все, что вот запланировали. И памятник, и большую школу, которую вот не менее 990 учащихся присвоить именно в столице республики его имя и так далее.
Книга получилась фундаментальная и по оформлению, и по названию. Вот очень хорошее название «Динамика жизни». Это был действительно динамичный человек, который появился на небосклоне науки, высшего образования, политики. Самые трудные времена для нашей страны, для нашей республики. Это был действительно руководитель новой формации. Я много говорить не буду. Все мы знаем, с его приходом, вот с приходом первого ректора демократически избранного коллективом университета, мы ощутили, начиная от студентов, лаборантов, кончая академиками, профессорами, искреннюю заботу руководителя, ректора о каждом из нас. Об этом вот много написано. Конечно, многие будут мечтать получить эту книгу. 500 экземпляров – это мало. Университетский коллектив дорогой. Его земляки тоже будут, как, я думаю, лучшим подарком получать такую книгу, да, в Горном районе. Поэтому, я думаю, немножко вот нам надо увеличить тираж, да, и еще одну книгу к 3-летию, типа ЖЗЛ, вот, да, серии, вот нам надо продумать. И я хочу сегодня выразить большую благодарность и как коллега, как мама, вот гордость за его детей, которые приложили много усилий, чтобы сохранить, не очернить его имя, быть достойными наследниками. И я хочу не омрачить ничем, да? И действительно, это дети, внуки, которыми сегодня можно гордиться. И Дмитрий Васильевич, я знаю, так как курирую науку, высшее образование, в том числе, в целом образование в нашей республике, один из лидеров высшего образования, перспективный, такой же харизматичный, такой же стремительный, убедительный, как отец. Я ему желаю успехов, надеюсь, что он будет доктором наук и в перспективе тоже академиком. Вот, Дмитрий Васильевич, я хочу вас сегодня наградить почетной грамотой за весомый вклад в подготовку кадров для транспортной отрасли, дорожного хозяйства, за вклад в развитие экономической науки и, конечно, высшего образования в нашей республике. И разрешите этот букет передать Марфе Семеновне, с которой Василий Васильевич прожил счастливые 50 лет. И, значит, Саргалане Васильевне. Да, здесь, да? Ага, вот. Достойному продолжателю тоже научной, педагогической, известной династии в нашей республике. Слово предоставляется Миронову Дмитрию Николаевичу, первому председателю Конституционного суда Республики, одним из основателей юридического образования в Якутии, почетному гражданину Республики, лауреату премии имени Максима Кировича Амосова, заслуженному юристу Российской Федерации. Пожалуйста. Ну, просьба у нас, мы уже как бы ближе к финишу, до 5 минут. До 5. Уважаемые присутствующие, я полистал это новое издание и, наверное, выражаю благодарность, присоединяюсь к благодарности тем, которые составили этот сборник, редакторам. Очень меня обрадовало название. Действительно, Василий Васильевич очень много раз говорил о динамике развития общества, динамике
развития человека. Даже в том случае, когда встречались, он говорил: ну, какая у тебя динамика после сентября. Вот такое у него были выражения. То есть он хотел, чтобы человек не стоял на месте. Я хочу сказать несколько положений, которые как-то меня очень часто волнуют, когда слышу имя Василия Васильевича Филиппова. Ну, во-первых, конечно, у него такая четкая жизнь, дорожная карта его жизни абсолютно ясная. Школа, наверное, детсад, школа, вуз, аспирантура и так далее. Все, никаких гвоздей. Есть к чему учить молодых. Вот сегодня я иногда прохожу мимо различных школ и смотрю, там у них логотип. Школа – начало твоего успеха. Успех в твоих руках и так далее. Ну а разве это не Василий Васильевич? Вот это меня радует. Василий Васильевич, что называется, входит в жизнь молодых. С молодых, как те якутяне, становятся похожими на Василия Васильевича. И второе, что мне всегда привлекает в биографии Василия Васильевича, ну, что называется, абсолютная ясность в науке. Абсолютная. Как мне кажется, ну, я не специалист по техническим наукам, по технологии тоже, но в моем представлении, что означает Василий Васильевич его труды? А я представляю дело таким образом. Мы были специалистами по дереву. Мы были специалистами по кирпичу. Ну, в какой-то степени по бетону. Но он нам заделал, заявку дал по металлу. Металлоконструкции, которые он рассчитал, их соотношение, их воздействие, их действие, их, значит, ну, фундаментальная основа использования, что называется, в цеховом строительстве. Я хочу подчеркнуть это слово, в цеховом строительстве. У нас этого нет, то есть в промышленном строительстве, не строительстве жилищ. А он хотел новой индустриализации Якутии. И он готовил свою науку в этом плане. В этом плане. Мне кажется, это вот большой задел, наверное, и в последующие годы это будет иметь большое значение. И третье, что, чем мне он запомнился. Но тут есть некоторые депутаты, мне не дадут, так сказать, ошибиться. Да. Значит, он возглавлял Верхнюю палату. Верхнюю палату. Я хочу подчеркнуть это. Но в чем смысл его деятельности? Смысл его деятельности мне казался. Я подолго присутствовал на заседаниях парламента и видел вот какую штуку. Ну, пусть это будет сказано как-то не так,
Но чтобы вы запомнили, молодые, которые здесь присутствуют, он сам по себе, а чужими руками сдерживал нижнюю палату от слишком больших реформ, слишком больших преобразований и даже необдуманных актов приватизации. И в этом смысле в его деятельности можно рассматривать и в какой-то степени очень своеобразное положение. Чтобы вы запомнили, я вам, молодые, чтобы запомнили, скажу, его можно назвать автором социальной инженерии. Социальной инженерии. Ну и, наверное, на четвертое, что хотелось мне обратить внимание молодых, когда мы говорим о Василии Васильевиче, то речь идет о том, что, конечно, у нас на земле жизнь короткая. Но вот у кого-то начинается самая длинная жизнь. И Василия Васильевича, наверное, будет вторая жизнь, более длинная, продолжительная и продуктивная. Путем воздействия на молодых и так далее. Но вот с этой точки зрения, если подойти к биографии Василия Васильевича, то, наверное, в его биографии есть много поучительного для молодых. Ну, в частности, вот Егор Михайлович говорил, то слово, которое он использовал, как-то меня шокирует. Но я думаю, это не подходит. Но все-таки речь идет о том, что, конечно, в нашей жизни всякое бывает. И речь идет о том, чтобы, несмотря на все повороты судьбы, надо оставаться патриотом Якутии. Спасибо за внимание. Спасибо. Слово предоставляется Осипову Борису Афанасьевичу, члену Союза художников Российской Федерации. Российского Союза художников. Приветствую всех. Мой папа двоюродный брат Василия Васильевича. Более того, Варвара Ефимовна, мама Василия Васильевича, его одноклассница по начальной школе. То есть с их мамой он был знаком еще раньше, до того, как они поженились. Вот такая была вот история. А я вообще хотел сказать, что мне очень понравилась книга в том плане, что дизайн красивый очень. Действительно, я как художник могу оценить, что и название, и сам дизайн. Дизайнера нет здесь, да? Дима, Дмитрий? Нету, да? Ну, жалко. Там большой респект. Большое количество фотографий, это очень красиво, хорошо. Ну, о трудовой деятельности все рассказали. Я просто вспомню часто такое вот, то, что у меня есть частное воспоминание, оно есть в книге, но оно очень характеризует дальнейшую жизнь Василия Васильевича. Когда я был студентом, а Василий Васильевич был аспирантом МИСИ. Я учился в МАРХИ, архитектурном, а он был аспирантом уже. И вот он как-то пришел ко мне в гости, я жил у сестры на Калининском. И вот, а я собирался идти на выставку, конкурс наших преддипломников в институт различных кафедр. И Василий Васильевич очень заинтересовался, ну, тогда Вася был для меня. Говорит, давай возьми меня с собой. Я говорю, конечно. Пошли. Ну, пришли, там представительная выставка, немножко опоздали, там уже результаты подводились по разным кафедрам. Ну, естественно, Василий Васильевич сразу пошел в сторону стендов промышленной кафедры. Деканом был профессор Казбек Казиев. Имя, отчество, к сожалению, очень сложно выговариваемое, забыл со временем.
но он был такой очень весомый, авторитетный человек и отстаивал один из проектов своих студентов. Именно к нему Василий Васильевич подошел, долго изучал, и потом просто подошел к этим профессорам, указал на этот проект и сказал, что он недостоин быть первой премией получить, потому что фермы рассчитаны неправильно, снеговая нагрузка в наших краях не выдерживает, судя по тому, что там нарисовано. Все опешили, кто такой, непонятно. Какой-то молодой азиат вдруг подходит и делает такие замечания. Ну и профессор сперва вспылил, но кавказский человек, конечно, подошел вместе с ним к этим проектам и сказал: ну покажи, что ты имеешь в виду. И Василий Васильевич совершенно логично, буквально там в несколько минут показал, что именно не так, рассказал. Профессор, к чести его, действительно посмотрел, проверил и потом снял этот преддипломный проект с первой премии, что он требует доработки. Но меня это не удивило, потому что у меня уже было несколько случаев, еще по детству с Василием Васильевичем, когда вот чувствовалось, что он не то чтобы там не обращает внимания на авторитеты, то есть если этот авторитет ошибается, он обязательно что-нибудь скажет, поправит. То есть вот то, что закладывалось в детстве и в юношестве, потом в полной мере проявилось, вот судя по тому, как коллеги, друзья высказывались о нем в дальнейшем, в его профессиональной жизни. А я наблюдал, можно сказать, самое начало его становления. Он, по-моему, даже не был еще женат на Марфе Семеновне к тому времени. А может и был, честно говоря, я не помню. Но был очень молод, очень уверен в себе, и если он что-то знал, то он знал и об этом говорил. Хотя мог бы и промолчать, какая ему разница, что на самом деле происходило в нашем институте. Но тем не менее, он не мог не сказать, судя по тому, как он потом выстроил свою жизнь, это было в его крови. Вот все, что я хотел сказать, потому что о профессиональной деятельности рассказывают другие. Спасибо. Спасибо, Борис Афанасьевич. Значит, слово предоставляется Будажапову Лупсану Владимировичу, члену-корреспонденту РАН, главному научному сотруднику Академии наук Республики. У него есть поручение от Пармона Валентина Николаевича. Он скажет свое доброе слово о Василии Васильевиче. Пожалуйста. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, добрый день. Разрешите мне по поручению от имени председателя Сибирского отделения академика РАН Пармон Валентина Андреевича и членов Российской академии наук Сибирского отделения высказать искреннюю признательность и благодарность за выпуск и презентацию книгу памяти о Василии Васильевиче Филиппове. Отдельная благодарность редакционной коллегии в составе, тех, кого я знаю, это в первую очередь Борис Моисеевич, Геннадий Владимирович, которые непосредственно работали с ним на продолжительное правительству Республики Саха-Якутия и лично президенту настоящего действия Леониду Николаевичу за постоянную финансовую поддержку и, так сказать, кураторство над выпуском этой книги, которая вот даже сейчас, сидя на галерке, видно, очень большой интерес вызывает по содержанию и по форме. Поэтому хотелось отдельную благодарность сказать составителям, это Зинаиде Андреевне Корниловой и Варваре Васильевне Филипповой. Поэтому я думаю, что такие люди жили не ради, а вопреки времени, работе и силам своим. Поэтому вечная память, я думаю, книга – это лучшая версия после ухода Василия Васильевича. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Александр Владимирович. На слово предоставляется Корнилову Терентию Афанасьевичу, ученику, соратнику Василия Васильевича, продолжателю его научной школы. Буквально пару слов. Мы скоро должны закругляться. Спасибо. Василия Васильевича мы знаем со студенческой семьи. Здесь сегодня находимся Федором Федоровичем Посельским. Василий Васильевич, конечно, организатор. Мы его, когда молодые были, наверное, женская половина студенчества техфака была влюблена в молодого, красивого преподавателя
который стремительно входил в нашу аудиторию и начинал рассказывать. Это был лектор именно от Бога. И потом я все время удивляюсь, да, как он организовывал практики, да. Мы ездили по всей стране, да. Вот сейчас, ну, практически это невозможно. Вот благодаря, наверное, Василию Васильевичу мы являемся тем, когда он нас возил в Москву, кстати, да, он организовывал встречи с крупнейшими учеными тех времен, да, ну, Беленя, значит, Евгений Иванович, это автор учебника металлической конструкции, заходили к нему на встречи, да, это были очень солидные, Николай Прокофьевич Мельников, это СНИ-проект «Сталь конструкции», которые проектировали и занимались научными исследованиями самых крупнейших металлических сооружений страны. Вот. И после этого мы получили такое впечатление, что решили заниматься всю жизнь именно вот этим делом, который занимался Василий Васильевич. И когда закончили, мы очень плотно занимались с крупными компаниями. Да. Мы тогда не понимали, что делаем действительно хорошее такое доброе дело, надежное дело, по большому счету. Да. Мы занимались металлоконструкциями всех крупных промышленных обогатительных компаний, фабрик точнее, да. Якутуголь, значит, компания «Алроса», Якуталмаз и так далее. Да. Вот я помню, как проводил переговоры Василий Васильевич. Зимой, когда приезжали компанию, значит, Якуталмаз мирный, у него были с собой туфли. И он снимал свои унты, одевал туфли и с блеском заходил. Тогда главный инженер был Калинин, приходил к нему и объяснял, для чего это нужно, какая работа нам предстоит. Вот такой был Василий Васильевич, воспитанный. Ну, тут многие говорили, да, что он, значит, и государственный деятель и так далее, да, но я вот хотел бы оценить его еще с человеческой стороны. Он очень любил театр и футбол. В молодости играл в футбол. Мы каждый день практически, да, у нас лаборатория и кафедра постоянно соперничали со студенческим проектным конструкторским бюро, да, играли в футбол каждый день. И Василий Васильевич, когда находилось у него, ворчал все время на нас, да, что мы время проводим там не на это, да, но тем не менее находил время и с нами выходил играть. И с каким азартом он играл, вот у меня до сих пор стоит в глазах. Да. И сегодня действительно, благодаря Василию Васильевичу, наш инженерно-технический институт успешно функционирует. Вот недавно вот Герасим Николаевич сказал, что мы действительно открыли IT-галерею, очень современная, действительно оснащенная оборудованием, хорошая галерея. И сегодня, если будете заходить туда, вот посмотрите, да, с каким удовольствием студент ходит в эту галерею. Да. И после обеда, вечером, ну, практически круглые сутки работает. И сегодня, вот благодаря вот этим хорошему оборудованию, приобретенной программной продукции, сегодня вот наши ребята в этом году, например, 2 соискателя будут защищать кандидатскую диссертацию. Поэтому еще раз я хотел бы поблагодарить родственника Василия Васильевича, что действительно на нашем пути нам встретился вот такой человек, да, и познакомил, самое главное, московскими профессорами, да. И вот я вспоминаю, когда-то читал воспоминания Садовничева, значит, Виктора Антоновича, да, что он отметил, что 90-е годы, самые трудные годы, 2 вуза сделали рывок вперед. Это Московский госуниверситет и Якутский госуниверситет. Вот таким был ректором наш Василий Васильевич. Спасибо. Спасибо, Геннадий Афанасьевич. Уважаемые друзья, но мы работаем 2 часа уже практически. Есть предложение передать слово сыну Василия Васильевича, Дмитрию Васильевичу Филиппову, и на этом завершить нашу работу. Пожалуйста. Раз. Уважаемые собравшиеся, дорогие друзья, разрешите вас всех поблагодарить за то, что вы все сегодня пришли к этому мероприятию. Я, конечно же, хотел бы от имени всей нашей семьи, всех родных, близких Василия Васильевича поблагодарить правительственную комиссию, редакционную коллегию, которые сделали, совершили в очень короткие сроки большой фундаментальный титанический труд. Потому что такие книги такого уровня и с таким диапазоном воспоминаний
с таким богатством и широтой разделов, они не составляются в такие короткие сжатые сроки. Вот это удалось Академии наук, вот, и лично Леониду Николаевичу большое спасибо, удалось редколлегии, вот, и в первую очередь я бы хотел, ну не в первую очередь, а лично поблагодарить Геннадия Владимировича, Бориса Моисеевича, Зинаиду Андреевну и Варвару Васильевну. Ну вот это такая узкая редколлегия, которая сделала практически невозможное, собрав вот с нас, таких нерадивых писателей, воспоминания. Вы же знаете, как люди долго дают, даже попросишь страницу написать там. Скопусы ваки пишут быстро, а вот воспоминания приходилось там людей напоминать, кого-то уговаривать, но книга получилась очень достойная, содержательная и читается очень легко, потому что она написана от души, от всех сердец. Поэтому разрешите всех нас поздравить с этим событием. Ну и в заочном порядке, конечно, большая благодарность председателю правительственной комиссии Дмитрию Дмитриевичу и, конечно же, Никите Викторовичу Андрееву, которые вот нас вроде бы, мы семья, это в наших интересах же, но они нас держат в тонусе, не дают расслабиться. И за такое короткое время, за 2 года проведена огромная масса мероприятий по увековечению памяти нашего отца, которые выходят даже за пределы утвержденного плана. Поэтому всем большое спасибо. Память о нашем отце, она теперь будет храниться в этой книге, это уже навечно, на века. Ну а его добрые дела будут продолжаться в его учениках, в его последователях, в его соратниках, коллегах, и в нас, в его детях и внуках. Большое всем спасибо. И разрешите от имени Марфы Семеновны вручить вот эти скромные букеты, которые отнюдь не отражают всей той благодарности, которую мы бы хотели выразить вот 2 замечательным женщинам. Это Зинаиде Андреевне и Варваре Васильевне. За ваш личный вклад, огромные усилия и большие старания по изданию этой прекрасной монографии. Спасибо. Значит, наша программа завершена. Всем большое спасибо. Самых стойких приглашаем на коллективное фотографирование. И всем спасибо за участие. Всего доброго.